какой-то лютой вообще грязи на лошадях, зачем-то гнались. Там был такой большой колодец, и туда нужно было что-то закинуть. Черневые татары, чулымские татары. Типа Спайдермен, только тюркмен. Да, только тюркмен. Такой супергерой. Кузнецкий татар, кундровский татар, волжские татары, крымские татары. Хотел поехать на Еремель, но мама, когда я был маленький в турклубе, отговорила не ехать, и чтобы я не ехал, купила мне компьютер. Алтайский татар, сибирский татар и кавказский татар. YouTube татарочки. Дуслар, барыңызға да сәлем. Вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз. За камерой Айнур Ахметов. И сәлмесіз, борыңызға да сәлем. Саумасыз, әйе. Мы продолжаем нашу серию роликов про разные тюркские народы. Первый ролик у нас уже на канале. Там мы разбирали и рассказывали про народы численностью больше 10 миллионов. Сегодня мы переходим ко второй части этой серии роликов. И сегодня у нас будет 6 народов численностью от 1 до 10 миллионов. Друзья, перед тем, как начать, мы хотим вам кое-что сказать. Во-первых, мы хотим поблагодарить наших патронов, а кого, Алсу? Мы благодарим тех, кто помогает нам делать этот канал и снимать эти ролики. Это Камиль и Айзат. И Лейсен. И еще есть другие спонсоры, которые не делают это постоянно. Да, которые делают это разово. Поэтому, да, если хотите нас поддержать, что нужно сделать, Алсу? Нужно перейти по ссылкам, которые есть под этим видео. Если вы в России, то есть у нас карточка, на которую очень легко можно скинуть любую сумму, которая вам удобна. А если вы находитесь вне России, то вы можете продолжать становиться нашими спонсорами на YouTube. А еще скоро мы заведем казахстанскую карту, поэтому кто хочет нам помочь, что нужно сделать, Алсу? Нужно написать Айнуру в личку. Спасибо большое, что поддерживаете нас в это тяжелое время. Поехали? Поехали. Первый народ, о котором мы сегодня поговорим, это народ туркмены. Их, по разным оценкам, от 8 до 12 миллионов. Пожалуйста, когда вы пишете нам в комментариях, что на самом деле вот этого народа не столько, а вот столько, и не читаете свою Википедию, понятное дело, что невозможно посчитать. Нету точных цифр, какой народ, сколько вот этих людей, которые себя так называют. Более того, эта цифра меняется каждый день, каждую минуту, каждый час. Вот сейчас кто-то родился, кто-то умер. Поэтому мы берем примерно, чтобы нам ориентироваться на примерную численность этого народа. Вот туркмены их от 8 до 12 миллионов. Огромная вилка. Что ты знаешь про туркменов, Айнур? Я знаю про туркменов, что, во-первых, у них есть свое государство. Да. Они были республикой в составе СССР. Да. Туркмены у нас проживают, да, в Туркменистане. И еще они живут в Иране, в Афганистане, в Казахстане. В общем, много их где можно найти. В России есть вообще 2 группы региональные. Ставропольский и Астраханский туркмены. Ничего себе. Представляешь? Угу. Туркменский язык относится к агузской ветви тюркских языков. Он, естественно, официальный в стране Туркменистан и также признан региональным в странах Иран и Афганистан. Есть прикольная вещь в туркменском языке. Значение, смысл слова зависит от того, насколько долго мы протянули гласную букву. Вот, например, для сравнения. Слово «от». Ты знаешь, Айнур, что значит лошадь, «от»? Наверное. Лошадь, да. «От» — лошадь, а «от» — Стреляй. А еще какие есть варианты? Ну, то есть, я не знаю, насколько я правильно это произношу, но буква «а» произносится дольше, чем слово «от». Это значит «имя». Ну, атом, миним атом, алсу, мәсәлән. Есть много диалектов в этом языке, они делятся на 2 большие группы, и что интересно, что фонетически эти 2 группы могут разделяться настолько, что люди могут даже не понимать из 2 разных групп друг друга. То есть настолько по-разному звучат эти языки. Естественно, много в туркменском языке русских слов, потому что, как Айнур уже сказал, туркмены были в составе Советского Союза. И такой же путь проделала и письменность туркменская. С арабских букв на латиницу, на кириллицу, и сейчас снова переходит на латиницу. В средние века уже появляется самоназвание туркмен. Есть тоже много вариантов, откуда произошло это название. Мне нравится такое. Турк-мин. Мен. Мин. Мин. Турк. Или английское слово man. Тюркмен. Как Бэтмен. Типа Спайдермен, только тюркмен. Да, только тюркмен. Такой. Это должен быть супергерой. Какой может быть тюркский супергерой? На коне. Как вы думаете, какие должны быть качества у настоящего тюркского супергероя? Пишите нам в комментариях. Может, вообще это женщина должна быть?
Или он превращается в волка? Не оборотень такой, типа, а он позитивный. Возможно. Еще в названии вот туркмен, возможно, есть и слово иман. Турк и иман. Иман, что это у нас? Иман, вера. Вера, да. То есть он верующий тюрк. Каких известных представителей туркменов ты знаешь, Айнур? Во-первых, конечно же, президент Туркменистана, потому что в России это очень популярная фигура, и здесь... А кто президент Туркменистана? Осторожно сейчас. Это сейчас его сын. Сейчас его сын, да. Да, бывшего президента, сейчас он, получается, да, последние выборы выиграл. Не, я думала, ты назовешь другого человека, на самом деле. Кого? Ты знаешь еще кого-нибудь? Возможно, знаю, возможно, не знаю, что он Конечно, туркмен. знаешь. Стопудово знаешь. Ты сейчас скажу его фамилию. У меня есть просто знакомые туркмены. Нет, это очень известный человек. Курбан Бердыев. Да, точно. Курбан Бердыев, конечно. Курбан Бердыев я очень хорошо знаю. Не лично, но просто знаю. Да, его, в принципе, в Казани, в Татарстане и в России очень хорошо знают. И еще я вот нашла такую интересную личность. Джахан Палыева, она долгое время была спичрайтером Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Вот она писала им речи для выступлений перед федеральным собранием или на международных каких-то мероприятиях. И они такие, это опять на туркменском. Что-то я же просил. Кстати, Медведев выступал на казахском, я видел. Мы знаем про режим, который там установился. Да, в Туркменистан на самом деле не так просто въехать. Там всем нужна виза. И, видимо, не так просто уехать. Уехать еще сложнее. А этому президенту сейчас приписывают все, что он там, он сказал, что он Бэнкси, да? И мы, кстати, эту новость освещали, но она, как потом оказалось, это был фейк. И мы тоже купили и распространили этот фейк, за что просим прощения. И нам, кстати, даже писали как-то, вот вы, посмеялись над Туркменистаном, а у вас у Татарстана даже, кто вы, Татарстан? Действительно. Кто вы, Вот. Никто. Поэтому, конечно, да, у них своя страна есть, но при этом там достаточно авторитарный такой режим. Да, к сожалению. У них, прошли недавно выборы, буквально там несколько недель назад. Теперь президент по имени Сердар. Кстати, Сердар, он заслуженный собаковод. Собаки — это тоже не последние жители этой страны. Алабай есть такая порода, которая в Туркменистане выводится. И в прошлом году, по-моему, президент Татарстана ездил в гости к президенту Туркменистана и привез оттуда алабая. Он назвал его Акдус. И у нас в комментариях просто развернулась такая дискуссия, что мы неправильно перевели это. Акдус? Да. Но мы как на татарском это звучит как белый друг. Как хорошо, что у нас такие умные комментаторы, такие образованные, такие разносторонние. Спасибо вам большое. Еще в Туркмении разводят лошадей. Лошади тоже достаточно такое серьезное место у них занимают. Надо еще сказать, что Туркменистан — это нейтральное государство и 4-я страна мира по запасам природного газа. Кстати, о природном газе, который есть в Туркменистане. То есть Туркменистан теоретически может вообще стать такой Швецией, Норвегией? У них есть большая проблема с транспортировкой и переработкой этого всего. То есть сырье есть, но что с ним дальше делать? Как это монетизировать настолько, чтобы отменить, например, продуктовые карточки для людей? Слышал ты когда-нибудь про врата ада? Это что-то, наверное, как раз связано с добыванием газа, да? Да. Какая-нибудь большая яма, дыра там. Да. 50 лет назад, по-моему, около 50 лет назад нашли большой залежь природного газа, стали там бурить, а оказалось, что там огромная дыра просто в земле. То есть, как это называется? Когда полость, огромная полость. Туда провалилась буровая установка, никто не пострадал, все туда провалилось, потому что это огромная дыра. И стал выходить газ. Это же опасно, когда просто выходит газ. И они решили поджечь. Там пытались... Слушай, а были же новости, что он там его потушит или еще что-то? Предыдущий президент в начале этого года, в январе, приказал что-то придумать, чтобы потушили это дело. Но пока вроде ничего не придумали. Сначала они хотели сделать из этого заповедник, но потом, сейчас, в январе этого года повестка резко поменялась, и они сказали, что это вредит экологии и вообще нарушает наш тут воздух. Давайте это все как-нибудь потушим. Представляешь, сколько там газа, который горит десятки лет просто.
А еще у меня есть один факт про туркменов и татар, что, оказывается, в 19-20 веке, в начале, татарские жены — это был такой бренд, и в первую очередь из всех тюрков, кто за ними чаще всего, знаешь, что приезжали? Ну, наверное, туркмены, раз мы Туркмены, да, но при этом иранские туркмены, да. Далековато ехать. Да, и вот он рассказывал, что здесь были там целые там схемы обмана, да, они приезжали там, а аферисты приводили просто какую-нибудь старую женщину. Кстати, жен татарок у нас тоже очень любят обсуждать в комментариях. Эта тема, видимо, до сих пор популярна с 19 века. Ютуб татарочки. Следующий народ численностью примерно от 6 до 7 миллионов. Как ты думаешь, кто это? Татары? Конечно. Офигеть. То есть мы, получается, на 7-м месте. В прошлый раз мы рассказывали про 5 народов. Да. Туркмены 6-е, татары 7-е. Да, ну Круто. в России 2-е. В России 2-е, да, после русских. Да, татар в Татарстане что-то около 1,5-2 миллионов. Получается, что подавляющая часть татар живет не в Татарстане. Да, очень много живет в Башкортостане, в соседнем. И, ну, вообще по России очень много по всему, живет. но есть все равно вот эти очаги, там, да, Новгород, Ульяновск, Пенза, ну, то есть, да, Поволжье. Туда дальше Сибирь, Даже Тюмень, стоит сказать, Кавказь. что мы с Алсу, мы не татарстанские татары. Да, Алсу да. из Да. Оренбург, Самара, я Башкирия. Да, потому что ареал обитания очень большой, то есть, ну, там, территория татарских ханств была большая, ареал обитания большой. Вот. А что еще про татар расскажешь? Ну, как обычно, давай с языка начнем. Есть 3 диалекта: мишерский, казанский и сибирский. Сибирский, татарский, по-моему, выделяют в отдельный язык, нет? Кто-то, да, именно словом татарский назывались разные тюркские языки в разное время. Или там совокупность тюркских языков назывался татарский язык. Письменность у нас такую же претерпела эволюцию, да, изменения, как и у большинства других тюркских языков. Сначала было древнетюркское письмо или руны, потом арабская графика, латиница и аналиф, кириллица, потом была безуспешная попытка перейти снова на латиницу в начале 2000-х. Были выпущены уже учебники, были приняты все законы, которые только нужно было принять. Даже уже начали переименовывать улицы и вешать новые вывески, где уже транслитерация была на латиницу. Но Конституционный суд Российской Федерации, насколько я помню, и мы, кстати, уже обсуждали, да, запретил это делать. Да, потому что они аргументировали это тем, что латинский язык подрывает целостность... Латинский алфавит. Латинский алфавит подрывает целостность государства. Что мне нравится больше всего в татарском языке, что он очень лаконичный. Я подготовилась и вот такой пример привела. Вот смотри, Айнур, как перевести на русский слово «каттырмик»? Ну, давай не дадим ждать, типа, людям. Да, давай не будем заставлять его или ее ждать. И это просто мы одним словом говорим. Каттырмик. Название тоже вызывает очень много споров всегда. И нам в комментариях, кстати, часто пишут: не используйте это позорное название татары. Меня не позорит. Вы можете называться как хотите. Вам никто не запретит, пожалуйста. Что интересно вот именно со словом татары, что могли вообще любого человека назвать татарином. Разные тюркские народы, которые проживали на территории Российской империи, их тоже называли татарами. Я специально подготовила список. Вот смотри, угадаешь ли ты, кого называли, вот как я сейчас назову? Горские татары. Ну, это, наверное, азербайджанцы. Нет, это карачаевцы и балкарцы. А азербайджанцы – закавказские татары. Ну да, точно. Ногайские татары. Ногайцы, да. Абаканские татары. Абакан – это Хакасия. Кузнецкие татары – это шорцы, тоже тюрки. Кундровские татары – карагаши. Волжские татары – крымские татары. Черневые татары, черневые – тубалар. Чулымские татары, чулымцы, алтайские татары, сибирские татары и кавказские татары, кумыки. Странный вопрос сейчас будет у меня к тебе. Какого самого яркого представителя татар ты можешь назвать? Мне очень нравится канал YouTube Татарчики, ведущий Алсу Хафиз. Нам, наверное, сложно будет с Айнуром назвать какого-то именно очень яркого представителя, но если вы перейдете в сообщество, вы увидите у нас там пост, если немножко проскроллите, про то, что татары — это не только Чак-Чак и Тюбетейка, а татары — это прям люди известные, которые с мировым именем чего-то добились. Например, первая женщина Казы в мусульманском мире, судья, или астрофизик с мировым именем — это тоже татары. Вот для нас это вот яркие представители нашего народа. У нас есть Татарстан,
У нас есть вся Россия, где мы живем, и есть еще... Весь мир. И есть весь мир, где тоже можно найти татарина. От Канады до Австралии, да. Да, в любой стране мира можно найти татарина. В Конституции Татарстана прописана, есть отдельная статья, которая говорит о татарах, которые живут вне пределов Татарстана. И это прям, для Татарстана это прям отдельная такая, важная тема, потому что немало мероприятий проводится в Татарстане для татар, которые живут вне республики. И есть целый всемирный конгресс татар, например, который тоже как-то помогает. Например, локальный, казалось бы, Министерство образования и науки Республики Татарстан может взять и отправить учебники в какой-то регион или страну, учебник татарского языка, где хотят изучить татарский язык. Я лично забирал из Минобра учебники. Будем честны, язык исчезает в школах, в регионах, естественно, его не преподают или преподают прям минимально. Нам сейчас подруга из Москвы говорила, что она водит ребенка на татарский язык. Там со всей Москвы ходит 4 ребенка. YouTube татарочки. Мы обсудили татар. Следующий народ тюркский – это народ, у которого есть своя страна. Айнур, как ты думаешь, кто это? Кыргызстан. Да, это Кыргызстан. Кыргызлар. По разным оценкам, их от 5 до 6 миллионов. Проживают они, соответственно, в Кыргызстане. То есть, подожди, нас, татар, больше, чем кыргызов? Да. Ничего себе. Так бывает. Официальный язык киргизский в Кыргызстане. И еще в одном автономном округе Китая киргизский язык тоже считается государственным. Классно. Он называется Кызылсу, киргизский. Все логично. Так же, как и все народы Туркестана, киргизы долгое время использовали не свой язык современный, а это был язык чагатайский. Сначала была арабица, потом была латиница, и потом стала кириллица. В киргизском языке очень развита скотоводческая и конно-спортивная лексика. Есть более 10 определений для наименования возрастных групп одних только лошадей. Еще говоря о киргизском языке, нельзя не вспомнить про эпос «Манас». Он написан на рубеже 17-18 веков, и он входит, то есть его включили в книгу рекордов Гиннесса. Как ты думаешь, за что? За длину? Да, потому что в нем более 500 000 строк. Представляешь? Угу. Не только в книге Гиннесса, еще ЮНЕСКО его хранит как наследие народа. Нематериальное наследие. Как достояние человечества, я тебе больше скажу. Круто. Вот, так что я думаю, что каждый должен прочитать эпос «Манас». Всем домашнее задание. Прочитайте эпос «Манас». В следующий раз встретимся и расспрошу вас, проверю. С самоназванием народа тоже не все так понятно, не все так однозначно. Я думаю, нас кыргызлар смотрят, тоже нам напишут, что нет, это не так. У нас вообще название произошло из другой оперы вообще. Одна из распространенных версий, которая упоминается у большинства ученых, это кыргыз – сорокоплеменный народ. Представители, самые яркие представители народа. Айнур, сможешь кого-нибудь назвать? Конечно. Мы, во-первых, знаем команду «Азия Микс». Да, мы знаем команду «Азия человек Микс». с губой. Так, Ильдияр Кенесаров? Да. Ты по-любому знаешь этого человека. Он киргиз, он из Кыргызстана, но мама у него татарка. Чингиз Айтматов? Да, Чингиз Айтматов. Это просто мировой писатель, его знают практически во всех странах мира, его произведения переводились на множество языков, и мне кажется, это прям такой достойный представитель. Был такой известный оперный певец, в Мариинском театре даже стоит бюст ему. Его зовут Булат Минжилкиев. Звали Булат Минжилкиев. И еще, возможно, Айнур, ты смотрел фильм, который называется «Курманжан Датка». Не смотрел. Прекрасный киргизский фильм. Вот Айнур обязательно посмотрит. И вы тоже посмотрите, кто не видел. Кто видел, напишите, понравился он вам или нет. Фильм реально классный. Я его смотрела достаточно давно. Его, по-моему, привозили к нам на Казанский кинофестиваль мусульманского кино. Очень хорошо сделанный фильм. И Курманжан Датка — это достаточно известная личность в Кыргызстане, в киргизской истории. Это царица, тогда были цари. Она как раз правила в тот момент, когда на Кыргызстан, во-первых, нападала Российская империя, во-вторых, Кыргызстан присоединился к Российской империи. И все это благодаря усилиям Курманжан Датки. И, на ее условиях это произошло. И надо сказать, что у нее было звание полковник Российской императорской армии. Представляешь? Да. Я думаю, что нужно посмотреть фильм про эту женщину. Современный Кыргызстан. Очень хочется его посетить, на самом деле, потому что я
уже вот говорила, что подписана на некоторых блогеров из Кыргызстана, и они периодически ездят на Иссык-Куль и показывают, насколько там красиво, насколько красивые горы, и степи, и озеро. Очень хочется туда поехать. Во-первых, знаешь, что у них постоянно вот это вот есть какое-то демократическое движение, да, у них постоянно там ходят на митинги, сменяется правительство, и, ну, наверное, из всех среднеазиатских стран будто бы Кыргызстан ощущается как... Одно из свободных, как бы. Да, наиболее такой свободный, демократичный. Не знаю, насколько это соответствует реальности, но по нашим ощущениям, будто бы это так. В Кыргызстане проводится Игорь Кочевников. Я подписана на одного из бывших КВНщиков из Кыргызстана, и у него были вот эти соревнования, там, значит, команда из Кыргызстана и команда из США, они в какой-то лютой вообще грязи на лошадях зачем-то гнались, там был такой большой колодец, и туда нужно было что-то закинуть. Кыргызлар, кем без накары, напишите, как называется эта игра, потому что я так и не поняла, как она называется и в чем ее смысл. YouTube татарочки. Да, это башкиры. Про башкир все расскажет Айнур, потому что он почти 20 лет жил среди них. 18. Да, я 18 лет жил в Башкортостане, прекрасная республика. Обожаю Башкирию. Большинство башкир живет в Башкортостане, а следующий регион по численности башкир. Можешь примерно предположить? Я думаю, Челябинск. Да, именно, Челябинск и есть. Язык башкирский. Мы прекрасно понимаем, мы, татары, прекрасно понимаем башкир. Есть фонетические какие-то разновидности, ну, разные звуки могут по-разному звучать, но к этому привыкаешь буквально за 3-4-5 минут, и прекрасно можно изъясняться друг с другом. Башкирский язык тоже делит на диалекты. На южный, восточный и северо-западный. С письменностью была такая же история. Были руны, древнетурское письмо, было арабское письмо Ян-Алиф, латиница и кириллица. Переходить на латиницу башкиры не пытались. Вот какой интересный... Я не знала, куда... Я нашла интересный факт. И не знала, куда его отнести. У нас же всего 4 раздела, когда мы говорим о народах. Поэтому я решила, что это будет в разделе «Язык». Вот у тебя же была история Башкортостана. Может быть, ты помнишь. Если не помнишь, да, в школе. Если ты не помнишь, я тебе напомню. Вот как называют Ивана Грозного татары? Яуз Иван. Яуз Иван. Так и называют. Грозный Иван. Яуз — это Грозный. А как называют башкиры Ивана Грозного? Айван? Элван. Нет? У тебя нет такого? Они его называют Ак-Патша. С названием башкирт не так все просто, как с названием татар. Там очень много вариантов. Например, Башкирт — главный тюрк почему-то. Или 5 племен, типа Биш-Йрт. Или главный пчеловод. Часто говорят Башкирия. Вот вообще мне очень нравится, когда говорят Башкирия. Это же Башкортостан. Ну, кстати, в обиходе, вот я даже помню, что Башкирия звучит гораздо чаще, чем вот Башкортостан. И я о том же, да. А в Татарстане, кстати, когда говорят Татария, прям татарам не нравится. Конечно. Почему важно говорить Татарстан и Башкортостан? Потому что вот эта приставка «стан», она как бы, ну, указывает на какое-никакое государственное образование. Известные представители. Да, Салават Юлаев, конечно же, да, первый Салават Юлаев, Ишмуратов генерал. Да. Это, кстати, вот когда мы в Башкирии жили, это вообще главная конспирологическая теория, кто там местная звезда. Типа Фидан Гафаров, он татар или башкир. Да. Потому что, ну, как бы по лицу еще кого-то можно, да, как-то определить, но это странно. Мне кажется, здесь все-таки как себя человек называет, так и нужно на этом основываться. Заки Валиди, конечно же, мы не можем не назвать человека, который стоял у истоков Идель-Урал, Башкортостана современного, советского. В Турции тоже его хорошо помнят и знают. Конечно же, Гази Загитов. Это один из тех, кто водрузил знамя над Рейхстагом. Вот это тоже больная тема, в том числе и в наших комментариях. На самом деле много людей, которые водружали знамя над Рейхстагом, потому что это как бы это запал битвы, и там невозможно проверить, кто был первым. Но точно известно, что их было много. Просто кого-то потом официальная пропаганда вот их имена всем назвала. Но Гази Загитов точно был в числе тех, кто водружал знамя над Рейхстагом. Алсу, а вот ты знаешь, как я связан с Гази Загитовым? Ты не знаю, но я про себя знаю, как я связана. Да, расскажи. Я одно время работала в одном проекте с его внучкой.
Ага, ничего себе. А вот, кстати, говорят, Алина Загитова тоже его родственница. Вот, а я, одна из фамилий, вот у всех же людей есть несколько фамилий, да, там не только от отца и по матери, там еще что-то. Да. Одна из фамилий у меня Бикбулатов, а вот Бикбулатовы из одной вот корневой такой деревни Загитовыми. Из, по-моему, называется Мишкинский район, Башкортостан. Современное состояние башкир. У них есть своя республика, Башкортостан. У Башкортостана есть конституция. У Башкортостана тоже был в свое время федеративный договор, такой же, как у Татарстана, который тоже не продлили. Современный Башкортостан, Уфа, крупнейший город, есть города Стерлитамак, Салават. Очень много промышленности, сода, Куштау. Ну, вы все это слышали. Кстати, да, про Шиханы тоже многие узнали. Я всегда, когда учился в Питере, все говорили, едьте путешествовать в Башкирию, там Шульган-Таш, там ты путешествовал по Иремель. Башкирии? По какой-то части, да. Хотел поехать на Иремель, но мама, когда я был маленький в турклубе, отговорила не ехать, и чтобы я не ехал, купила мне компьютер. О, это хорошая замена. Башкиры тоже живут за пределами Башкортостана, и в Конституции Башкортостана тоже прописана такая же поддержка и помощь для соотечественников, живущих вне республики, как и у Татарстана. YouTube татарочки. Следующий народ, он такой интересный, у нас такого еще не было. Это кочующий народ. Это кашкайцы, и их от 1,5 до 2 миллионов. Поскольку они тоже кочевые, невозможно сосчитать, их нужно собрать всех в одном месте, чтобы их посчитать. Они постоянно кочуют. Кочуют они по Ирану. Их можно встретить в области Фарс, в Кузахстане, либо в Исфахане, в Южном Исфахане. Такой неоднородный очень народ. Это союз разных кланов. Там, возможно, есть и совсем не тюрки, но в основном их причисляют к тюркам, поскольку их язык очень близок к нашим языкам. Кашкайский язык очень близок к азербайджанскому языку. Некоторые ученые даже называют его диалектом азербайджанского языка. Мне кажется, кашкайцы обижаются на это. Кашкайцы, поскольку они живут в Иране, используют арабскую графику. Подавляющее большинство кашкайцев знает персидский язык. То есть они одновременно используют два языка. Билингвы, как мы. Откуда появилось такое название кашкайцы? Вообще мало что известно про этот народ. Ну, видимо, из-за того, что у них нету какой-то оседлости и государственности. Там первые упоминания, что около 18 века только появляются. И один из вариантов происхождения названия — это кошка. Кошка-от. Это лошадь с белым пятном на лбу. Ничего себе. Но многие, это только один такой вариант, и подавляющее большинство исследователей говорит, что это вообще бред полнейший, называть целый народ по какой-то там породе лошади. Как я уже говорила, кашкайцы кочевники, они абсолютно самодостаточные, у них есть стада, они знают, куда их гнать, знают, когда там кончится трава, куда их гнать в следующую сторону. У них в основном овцы и козы. И, соответственно, все, что можно получить от овцы и козы, они продают и так живут. Сейчас есть тенденция, что кашкайцы отказываются от кочевого образа жизни и переезжают в города, но им это достаточно тяжело сделать, поскольку большинство из них не образованы. YouTube татарочки. Следующий народ — это тоже наши соседи. Их, по разным оценкам, от 1,5 до 2 миллионов. И это? Нагайцы, крымские татары. Соседи, Айнур. Вот наши с тобой соседи. Чуваши, да? Да, это чуваши. Чуваши — это очень интересный народ. Да, супер интересный. Да. Они тюрки. Разговаривают они на чувашском языке, но проблема в том, что вот из всей булгарской группы языков остался только чувашский, а все остальные языки вымерли, и поэтому их больше никто не понимает. Они от других тюркских очень сильно отличаются. То есть они где-то наверное, типа самые ранние. Я не скажу, что прям очень сильно отличаются. Смотри, произношение «р» и «л» вместо общетюркских «з» и «ш». То есть где мы говорим «з», они говорят «р», а где мы говорим «ш», они говорят «л». Например, вот слово «кусь», как бы ты сказал? Если мы «з» заменяем на «р». Кур? Кур, да. Или слово «кымыш». Кымы. Ну, возможно, невозможно точно мне что-то с произношением, но вот я думаю, что принцип понятен. Кстати, привет Камилю, он начал изучать чувашский язык, установил себе на телефон приложение, раскладку чувашскую. И вот, я думаю, скоро нам что-то тоже интересное про чувашский язык расскажет, потому что мы с нашими патронами созваниваемся раз в неделю, и что-то интересненькое обязательно друг другу рассказываем. Была такая Волжская Булгария, один из языков, который там используют, это был чувашский, то есть вот на этой территории мы можем как бы сказать, что вот
вот на таком языке разговаривают. То есть вот, привет, вот, привет булгаристам, разговариваете ли вы на чувашском языке? Ну вот да, вот это вот интересный момент, да, то, что с чувашей, да, по эпитафиям языки похожи, чувашский больше всего похож вот то, что там на изображено, то есть написано на эпитафиях, но при этом эти эпитафии мусульманские, а чуваши не мусульмане. Чуваши есть и мусульмане тоже, когда-то это они были поздние, язычниками. очень поздние мусульмане. Да, как-то вот они отдельно немножечко в стороне жили. Поэтому у них очень интересная история, кому интересно, поизучайте обязательно. Да, и вот они очень интересно и по языку как-то отделились, да, и вот про все народы, которые мы до этого все обсуждали, мы иногда упоминали вероисповедание, иногда нет, но в основном это все мусульмане, просто либо сунниты, либо шииты. И вот это первый народ, если не считать крещенных татар, которые православные в основе своей. Там понятное дело, что есть разные, некоторые еще сейчас в язычество возвращаются, но да, православный. Был такой город Сувар, и оттуда и пошло название Чуваш в том числе, там, потому что разные были. И Сувар, Сувас, Суас, потом это стало Чаваш, Чуваш. Кстати, про городище Сувар. Оно было на территории Волжской Булгарии, сейчас это территория современного Татарстана. Местные чуваши там создают такую туристическую точку притяжения, восстанавливают быт жителей Сувара тех средних веков. Известный представитель, есть у них такой поэт Петр Хузангай. У нас даже на деревне в Татарстане называется Сиктерме Хузангаева, что значит колыбель Хузангаева. Ты кого-нибудь знаешь, Айнур? Проблема в том, что когда я знакомился с чувашами, которые не активисты, да, там не языковые, ничего, их тяжело распознать как чуваши, потому что у большинства из них имена не чувашские, да, и ты только разговаривая, докапываешься, что там, а ты откуда там, Канаш, там, Чебоксар. Ты а еще знаешь, почему тяжело их опознать? Потому что не модно называть себя чувашами, и из-за этого их все меньше и меньше. С каждой переписью они там максимально уменьшаются. Если я это вообще не понимаю. Так... круто быть чувашем. Конечно, круто. Какая-то есть, какой-то блок есть, поэтому не называют себя, в том числе во время переписи не называют себя чувашами. Поэтому и чуваши, и чувашский язык ЮНЕСКО включил в народ максимально быстро сокращающийся. Я сейчас назову человека, наверное, скорее всего, что ты не знал даже, что он чуваш, но этого человека, в принципе, в России знают, мне кажется, вообще все любого возраста. Василий Чапаев. Первый космонавт у нас кто? Гагарин. Юрий Гагарин. Второй? Титов. Гагарин и Титов. Да, как Гагарин и Титов. А третий космонавт был чуваш. Представляешь, третий вообще во всей стране. Его звали Андриан Николаев. Если нас смотрят чуваши, мне показалось, что им было бы приятно, если бы я упомянула этого человека. Его зовут Константин Иванов. Это писатель, и он написал огромную поэму, она называется «Нарспи», которая для чуваш, она прям такая знаковая. Это, по сути, история Ромео и Джульетты, чувашских Ромео и Джульетты. Она написана в советское время, естественно, с флером советским, но для чуваш это прям важное, знаковое произведение. Кстати, нету названия Чувашстан. Есть чуваши и чувашская республика. Чувашстан много кто называет, будто бы, я слышал. По аналогии с Татарстаном, видимо. Да. Еще часто говорят, я еду в Чувашию. В Чувашию, да, очень часто это про это говорят. Я был в Чебоксарах. Я тоже была в Чебоксарах. Классно, мне там понравилось. Такой симпатичный маленький городок, особо не там река, это мать Чуваши. Там мать Чуваши, а на берегу, это залив, это не река. И там написано, что Чебоксары – жемчужина России. Чувашия также это республика в составе Российской Федерации, у них тоже есть своя конституция, в конституции тоже прописано, что чуваши помогают тем чувашам, которые живут за пределами Чувашской республики. Тоже двуязычие, тоже чувашский язык государственный, но огромная проблема с его преподаванием, потому что люди просто не хотят его учить. Почему? Мы уже раньше об этом говорили. В 20-е годы обсуждалась идея, как назвать Чувашскую АССР, и предлагалась идея назвать ее Болгарской АССР. Эту идею, как вы понимаете, никто не поддержал. Почему она появилась? Потому что был такой народ черемисы. Их переименовали в марийцев. Да. И на этой волне подумали, что, может быть, Чувашскую республику переименуем, но в итоге это все не срослось, и Чувашия осталась на своем месте. YouTube татарочки. Последний народ на сегодня, их от 1 до 2 миллионов, тоже такая большая вилка, это хорасанские тюрки. Они живут в Иране.
Слушай, в Иране там кто только не живет. Хорасанский тюркский язык, его кто-то признает самостоятельным языком, кто-то называет его диалектом азербайджанского языка, так же, как и было у нас с кашкайцами. И такая же история, как с кашкайцами. Хорасанские тюрки также хорошо разговаривают на своем языке, как и на персидском. Ну, как любой тюркский народ, живущий в России, например. Да. На русском и на своем. Да. Их язык называют промежуточным между туркменским и азербайджанским. У них арабо-персидская письменность. Что интересно, с 2017 года существует тестовый раздел Википедии на хорасанско-тюркском языке. Он реально существует. Можно зайти и посмотреть статьи. Крепкорадом, да. И очень интересная письменность. Там вот эти персидские загогулины. Интересно очень рассматривать я, потому что их не понимаю. С названием, я думаю, все понятно. Хорасанские тюрки, которые проживают в Хорасане. На территории Хорасана находится могила Омара Хайяма. Вау. Вот. Это вот все, что я смогла найти о хорасанских тюрках. Если вы знаете Подожди, Омар Хайям хорасанский тюрк? Я думаю, что он перс. Перс, скорее всего, да. Если вы знаете больше о хорасанских тюрках, чем мы с Айнуром, обязательно сообщите нам об этом и отправьте нам ссылки, где об этом можно почитать. YouTube татарочки. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Спасибо, что поставили ему лайк. Если не поставили, то обязательно это сделайте, потому что я вас уже поблагодарила, а вы еще этого не сделали. Обязательно подпишитесь на канал и отправьте это видео всем тюркам, и особенно хорасанским тюркам тоже отправьте. Кашкайцы можете не отправлять, они кочевые, возможно, у них нет интернета. Но хорасанским тюркам обязательно отправьте. Пока. Сау